сельском поселении Псидах 18 марта откроют свои двери сразу 3 избирательных участка. Один из них расположен в Доме культуры. Пока на втором этаже идут выступления и репетиции, на первом все готово для голосования. Созданы места для общественных наблюдателей и пункта приема заявлений. В зале установлена государственная символика. Также за каждой улицей сельского поселения будет закреплен свой специалист. На сегодняшний день наш участок полностью готов к проведению выборов. К нашему участку относятся улицы Базарная, Комсомольская, Фрунзе, Орджоникидзе, Степная, Додова, Лесная. Подготовлены места для комиссии, для выдачи бюллетеней. Подготовлены места для тайного голосования. Здесь 2 кабинки для тайного голосования. Также в день выборов на участке будет стоять комплекс обработки избирательных бюллетеней. Специально для работы с оборудованием есть обученные специалисты. Голосовать в день выборов сюда придут 859 избирателей. Недочетов на данном участке нету. Единственное, что нам осталось, нам установить КАИБ, и все. У нас установлены металлодетекторы стационарные и ручные есть. У нас дополнительный резервный генератор имеется. Здесь созданы все необходимые условия, чтобы выборы прошли не только прозрачно, но и со всеми удобствами для избирателей. Специально оборудованы комнаты матери и ребенка, комната отдыха и место для совершения намаза. Также подготовлены памятки для избирателей, образец для заполнения бюллетеней, информация о кандидатах. Выборы должны пройти также и в полной безопасности, поэтому при входе установлен металлоискатель. И, конечно же, на участке будут правоохранители. избирать участки Малбики, район Хая. Уклюрты Кои. Ос Куаченберг был Бутан. Хожим школочи, Шайи школочи, Кючи полностью. 18 марта в стране откроют 97 тысяч избирательных участков. Всего по стране на выборах будут использованы 13 тысяч КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Помогать избирателям адаптироваться по участку будет специальная группа. Помимо прочего, участок оборудован и пандусом. Ну а у избирателей с ограниченными возможностями здоровья тоже появится возможность проголосовать в день выборов. Специальная группа будет выезжать на дому с переносными ящиками и бюллетенями. А я напомню, что выборы президента страны состоятся 18 марта. Не оставайтесь в стороне и сделайте выбор. Решите судьбу государства сами. Рина Цичоева, Аслан Героев. Новости 24.